Таджиков все время пытаются обмануть. Что вам нужно знать, чтобы не попасться? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Представители Министерства труда Таджикистана в Москве встретились с руководством ЖК «Лесобережный» Красногорского района и мигрантами из Таджикистана, которые в конце прошлой недели провели митинг. Об этом сообщили в министерстве. Руководство компании сообщило, что из-за задержки оплаты работ со стороны заказчика они не смогли своевременно выплатить заработную плату рабочим. Отметили в министерстве. Заказчиком является ООО «Технический заказчик Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства», а подрядчиком компания «Крокус Групп». По данным ведомства, на строительство данного объекта привлечено около 2300 рабочих, из которых около 1000 человек являются гражданами Таджикистана, а остальные – гражданами Узбекистана. Руководство компании заверило, что к началу марта задолженность по заработной плате будет выплачена. В настоящее время работы на объекте ведутся в обычном режиме. Вопрос выплаты заработной платы таджикским мигрантам находится под контролем Минтруда и представительства Министерства в Российской Федерации, сообщили в министерстве. В сообщении министерства отмечается, что проживание и трехразовое питание, ежемесячная оплата патента, регистрация и предоставление спецформы осуществляется за счет работодателя. Рабочие отметили, что за 5-6 лет работы в этой компании впервые столкнулись с проблемой длительной задержки по выплате заработной платы, сказали в ведомстве. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что наших соотечественников довели до того, что они вышли на митинги? И правильно ли они сделали? Как думаете? А глава управления по контролю за наркотиками в Хатлонской области, полковник Надир Мурадзада, задержан по подозрению в мошенничестве и попытке получения взятки от родственников подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Источники в правоохранительных органах региона подтвердили эту информацию и сообщили, что Мурадзада был задержан вместе с еще несколькими своими подчиненными еще 2 недели назад. Он отказался предоставить дополнительную информацию и лишь отметил, что операцию по задержанию провели сотрудники Госкомитета национальной безопасности Таджикистана. Между тем, по данным радио Азади, полковник Мурадзада обвиняется в должностном подлоге по делу подозреваемого в контрабанде наркотиков и получении взятки в размере более 150 тысяч сомани. Ему вменяется в вину статья 247, часть 4 «Мошенничество в особо крупном размере» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Источник в следственных органах сообщил, что группой сотрудников агентства под руководством Надира Мурадзада в сотрудничестве с сотрудниками ГКНБ по Хатлону был задержан подозреваемый в контрабанде наркотиков. Мурадзада взял на себя расследование его дела, но вопреки имеющимся уликам пытался увести его от уголовной ответственности или же смягчить обвинение. В настоящее время Надир Мурадзада содержится в следственном изоляторе ГКНБ в Душанбе. Выдвинутое против него обвинение предусматривает штрафы в размере от 94 тысяч до 140 тысяч сомани или лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Как вы относитесь к таким деяниям? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!